إن الدين عند الله الإسلام. Хвала Аллаху за то, что Он нам даровал и чем нас наделил. Хвала Аллаху за то, что Он отвел от нас и от чего уберег, и во всем этом Он подверг нас испытанию, а затем избавил от него и защитил. Я воздаю Ему хвалу и благодарность. Он испытывает горем и радостью, чтобы выявить благодарного и неблагодарного, и терпеливого от нетерпеливого. Аллах сказал: «Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены». Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, которого восхваляют всегда. Благо в Его руках, а зло к Нему не приходит, и Он великий превознесшийся. Я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник. Нет такого блага, которому бы он не направил свою умму, и нет такого зла, от которого бы он не предостерег. Он надежный и добрый советник на словах и на деле. Да благословит Аллах и приветствует его чистую семью, благих сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними с искренностью и надеждой на великую победу. О Аллах, благослови и приветствуй их самым лучшим образом, вплоть до последнего дня. О люди! Я завещаю себе и вам бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь Аллаха, да помилует вас Аллах. Тому, кто исправит свои сокровенные мысли, Аллах исправит то, что явно. Тому, кто будет стараться ради своей религии, Аллах облегчит дела его, мирской жизни. Кто улучшит связь между собой и Аллахом, тому Аллах улучшит его отношения с людьми. И тому, кто познает сущность этого мира, бедствия покажутся незначительными. Самые сильные грехи — это те, к которым грешник относится пренебрежительно. Тот, кто не терпит испытаний, недоволен предопределением Аллаха. Бойся же Аллаха, о раб Аллаха. Где бы ты ни был, помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя. Совершай вслед за плохим делом хорошее, чтобы оно стерло с собой плохое. И обращайся с людьми нравственно. Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». О мусульмане! Не так давно страна была охвачена бедностью, испытана нуждой, годами нищеты, различными видами слабости, страха и скитаний. Люди тогда были сильнее в своей вере, находились в лучшем, по сравнению с нами, положении и имели более прочную связь со своим Господом. Затем Аллах заменил страх на безопасность, бедность на богатство, а раздробленность на единство. И Аллаху принадлежит вся хвала и милость. Однако, среди некоторых их потомков и преемников, выросших в постоянном благоденствии, распространилась слабость и вялость, появилась беспечность. Милости и благоденствия, в котором находились эти люди, они стали относить не к их Господу, а благодарность направили не к тому, кто ее заслужил. Они не поняли слов Всевышнего Аллаха. Затем мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили: наших отцов также касались невзгоды и радости. Среди них есть те, кто занимается земной жизнью за счет своей религии, те, кто следует за своими страстями и совершает различные виды запрещенного и ложного. Есть те, кто старается считать дозволенным общее имущество путем самых низких ухищрений. Одни люди поднимаются по головам других, простых и слабых людей. Всему этому сопутствует небрежное отношение к знамениям Аллаха, Его законам во Вселенной и тем знамениям и предупреждениям, которые Он отправляет нам в качестве устрашения, назидания и напоминания. Как это может быть, да помилует вас Аллах, тогда как в двух сахихах от Аиши, ради Аллаху анха, приводится, что она сказала, когда начинал дуть сильный ветер, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, воистину я прошу у Тебя Его блага, благо того, что в Нем, и благо того, что было послано в Нем, и призываю к Тебе от Его зла, зла того, что в Нем, и зла того, с чем Он был послан». Когда небо затягивалось тучами, цвет его лица менялся.
Он входил и выходил, ходил вперед и назад. Когда же начинался дождь, у него отлегало от сердца. Айша, радиаллаху анха, спросила его об этом, и он сказал: «Может быть, о Айша, это то, о чем сказал народ адитов. Когда же они увидели его наказание в виде тучи, надвигающейся на их долины, они сказали: это туча, которая прольет на нас дождь. О нет, вот то, что вы торопили, ветер, несущий с собой мучительные страдания. Прочитайте, если хотите. Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. Да, страх и предупреждение касается не только людей, публично совершающих большие грехи. Да сохранит вас Аллах и убережет». Общество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, из подвижников Мухаммада, ради Аллаху анхум, было самым лучшим и праведным обществом. Но опасался ли Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, лунного и солнечного затмения, ветров и других природных явлений? Обвинял ли он при этом своих сподвижников в плохом или судил ли об их порочности? Вы должны, да благодетельствует вас Аллах, придерживаться понимания вашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и остерегаться пути фараона и его образа действия. Всевышний Аллах сказал о нем: «Фараон со своим войском бросился преследовать их, но море накрыло их полностью. Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем». Опасайтесь следовать пути людей, подобных фараону, про которых Аллах сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения». Как разумен был народ Юнуса, про который Аллах сказал: «Когда они, народ Юнуса, уверовали, мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени». Рабы Аллаха, нужно больше бояться, остерегаться, устремляться к покаянию и извлечению уроков из происходящего. Особенно если есть упущение в религии, небрежность, инертность и безразличие при наличии милости и возникновении некоторых порицаемых вещей. Всевышний Аллах сказал: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое». Всевышний Аллах также сказал: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». Предостережение от грехов не означает обвинение умы в распутстве или убежденности в том, что во всем виноваты люди из-за своих упущений и нерадения. Несчастья случались и в эпоху праведных предшественников. Беды и голодные годы происходили и в лучшие века. В эпоху сподвижников, ридвануллахи алейхим, была чума в то время, когда среди них были мухаджиры, ансары, люди, участвовавшие в сражении при Бадре, и лучшая часть уммы. Когда испытания не спускаются на людей ислама и их земли, то вместе с необходимым страхом, боязнью, опасением и устремлением к покаянию нельзя, как решено учеными, считать все эти бедствия наказанием, а все катастрофы воздаянием. Среди них есть то, что является испытанием и очищением, служащим для поднятия ступени в раю для людей и стиранием их грехов. Среди них есть также проверка веры на то, проявит ли человек довольство волей Аллаха и его предопределением. Испытания верующего, будь то мужчина или женщина, не будут прекращаться, пока он не будет ступать по земле, не неся на себе греха. То, что постигает верующего, будь это печаль, затруднение, грусть, даже колючка, которая уколет его, через все это Аллах стирает его прегрешения. Относительно этого есть достоверные сообщения, пришедшие от нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Среди испытаний, которыми Аллах проверяет некоторых своих рабов, в этой жизни есть такие, которые будут защищать их от наказания в загробной жизни, и такие, которые станут причиной праведности человека и его потомства в религии и мирской жизни. Дорогие братья, несмотря на то, что в принципах ислама и его основах это положение ясно и очевидно, важно отметить, что катастрофы, бедствия, знамения, испытания имеют связь с деяниями сынов Адама, их ослушаниями, грехами и беспутством. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О умма Мухаммада, клянусь Аллахом, нет никого более ревнивого, чем Аллах, когда он видит, как его раб совершает прелюбодеяние или его раба прелюбодействует».
Когда посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, неужели мы погибнем в то время, когда среди нас будут праведники? Он ответил, да, если увеличится порочность. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. В хадисе, переданном имамом Ахмадом с хорошим иснадом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, воистину, рабу становится запретен его удел из-за греха, который он совершает. От грехов, прегрешений, упущений по отношению к Аллаху не защищен никто. И все люди ошибаются, богатые и бедные, праведные и развратные, мужчины и женщины. Но многие люди считают грехами только некоторые распространенные грехи, либо новые, из ряда вон выходящие грехи, стихийные бедствия, землетрясения, наводнения. Вместе с этим они не обращают внимания на другие грехи из-за того, как часто соприкасается с ними непослушание родителей, прерывание родственных связей, зависть, лицемерие, обман, высокомерие, несправедливое отношение к женщинам, злословие, сплетни, отнятие имущества у сирот, попирание прав слабых, различные виды несправедливости, постоянное нарушение закона как в больших, так и в малых делах и недостаточность и спрашивания прощения у Аллаха. والغيبة والنميمة وأكل أموال اليتامى وحقوق المستضعفين وأنواع من الظلم والتجاوزات من عظائم الأمور وصغائرها مع الإصرار وقلة الاستغفار. Также эти допускающие упущения люди не обращают внимания на последствия своих упущений, которые они могут видеть: войны, болезни, правление тиранов, унижение, слабость, экономические кризисы, и этих последствий не счесть. Кроме этого, следы прегрешений и ослушания Аллаха не ограничиваются явными катастрофами и бедствиями. Они могут быть такими, как сказал Аллах. Скажи, Он власти наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. Разве наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал: если вы займетесь торговлей со сделками аль-айна, удовлетворитесь с посевами, ухватитесь за хвосты коров и оставите джихад, то Аллах непременно нашлет на вас унижение, которое не снимет с вас до тех пор, пока вы не вернетесь в лоно своей религии. Хадис привел Абу Давуд и другие. Все эти виды последствий грехов происходят неограниченно, и мы призываем к Аллаху от Его мучительного наказания, обращаемся к Нему с мольбой о защите от Его мучения за грехи, которые происходят в разных слоях общества, и которые многие люди не замечают и не обращают на них внимания. Рабы Аллаха, если мы обратим внимание на эти существующие грехи, сразу же исчезнет заблуждение, что беды якобы спускаются на того, кто не совершал преступления, на безгрешных людей. Некоторые невнимательные и глупые люди говорят: почему мы видим, что на народы и страны, на людей, совершающие явное нечестие и разврат, не спосылаются эти мучительные бедствия и катастрофы? Такие слова, да сохранит вас Аллах, заставляют сильно удивляться произносящему их. Ибо чувствуется, что он пребывает в абсолютном неведении и позволяет себе посягать на Аллаха и Его предопределения. Для этих людей были скрыты мудрости и великие положения. Первое. В их словах содержится возражение против предопределения Аллаха и Его мудрости, ибо Аллаха не спрашивает, что Он делает. Второе. Эти катастрофы и беды происходят со всеми обитателями земли, как это очевидно. И Аллаху принадлежит совершенная мудрость в выборе их места и времени. Третье. К мудрости Аллаха относится то, что виды наказаний и возмездий не ограничиваются только тем, наказал ли Аллах несправедливого или предоставил ему отсрочку. Четвертое. К мудрости также относится то, что грехи – это причина бедствий, однако это не единственная их причина. По мудрости Аллаха и Его предопределению, не с каждым грешником случается беда или несчастье. Так же, как человека, подчиняющегося Аллаху, праведного и хорошего, могут постигнуть различные испытания. Результат может достигаться не только из-за одних причин. Причину могут окружать различные условия и факторы, которые соберутся по соизволению Аллаха, что приведет к результату и воздействию, а если некоторых факторов не будет, то и результат не произойдет. И Аллаху принадлежит совершенная мудрость и исполнительная воля. Рабы Аллаха, вместе с этим нельзя отрицать, что беды, катастрофы, природные явления имеют явные причины и научные объяснения. Остерегайся того, чтобы полагаться только на эти объяснения,
умаляя значение назидания и натягивая на себя покрывало беспечности и беззаботности, удаляясь от пробуждения и извлечения урока из происходящих событий. За причинами, да хранит вас Аллах, стоит их Господь, тот, кто управляет ими. Если Он что-либо пожелает, то подготавливает определенные причины, а затем определяет результаты и последствия, если захочет. О мусульмане! Взгляд верующего на стихийные бедствия, катастрофы и так далее, происходящие на земле и на небесах, это взгляд веры, единобожия и поклонения, сочетающий в себе принятие предопределения Аллаха, довольство этим предопределением и совершением причин, необходимых для выхода из этих бедствий. Все происходит по воле Аллаха и Его предопределению, и ничто не выходит из Его предопределения и воли. Нужно смотреть, да хранит вас Аллах, не на сами бедствия, которые подчиняются законам Аллаха, который посылает их и отправляет к тому из Его созданий, кому пожелает. Нужно смотреть на назидание, извлекаемое из ситуации раба, на довольство предопределением и терпением. Аллах Всевышний сказал: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов». Да принесет мне и вам Аллах пользу в великом Коране и руководстве Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Я сказал все, и я прошу прощения у Аллаха для себя, вас и для остальных мусульман от всякого греха и прегрешения. И просите у Него прощения. Воистину, Он прощающий и милосерден. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху, чье предопределение и господство не перестает происходить среди человеческого рода и других созданий. Я воздаю Ему хвалу, благодарность и прошу у Него прощения. Его милости обильны, многочисленны и беспрестанны. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Ни одна наша тайна не остается скрыта для Него. Я свидетельствую, что наш господин Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник, который пришел с завершающей религией и наставляющим на прямой путь шариатом, да благословит Аллах и приветствует его семью, благородных сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. Воистину, человечество не в силах противостоять или отразить то, что происходит, катастрофы, бедствия, знамения и поучительные наказания. Рабы Аллаха, к невнимательности, беспечности и отчужденности относится пренебрежение намерениями проповедников, советами искренних людей и напоминанием напоминающих, когда их называют глупостями и окружают сомнениями. Еще хуже, когда подобные напоминания называют идейным террором, а советы описывают как проведение в жизни экстремистских убеждений, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Когда напоминание об Аллахе и предостережение от Его знамений и назиданий описывается как использование религии и религиозных текстов, беспечность увеличивается, черствость сердца усиливается, и по отношению к религии возрастает отчужденность. Субханаллах, рабы Аллаха, неужели черствость, отчужденность и невежество достигли таких масштабов? Да, дарует тебе Аллах прямой путь и наделит нас и тебя проницательностью. Воистину, назидание — это использование религии, а напоминание — это пускание в ход текстов Корана и Сунны. А разве религия не в этом? Разве шариатские тексты пришли не с этим и не для этого? Что есть религия, да сохранит тебя Аллах и внушит сознательность? Что есть религиозность, если не это? Что есть религия и религиозность, если не соблюдение всего этого в горе и радости, а также воспроизведение религиозных текстов в качестве доказательства в любом положении? Религия и религиозность — это соблюдение соответствующее поведение и приверженность религии в любом положении. Аллах сказал: «Скажи, воистину, мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров.
Да дарует Аллах нам и вам благополучие. Аллах порицал народы, которым пришли знамения и предостережения, но они не посмотрели на них, не извлекли из них пользы и не очнулись. Аллах также сказал: мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним. Разве не обратился Аллах к своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, когда с ним была лучшая часть уммы, в то время, когда в день Ухуда среди мусульман произошло упущение? Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: откуда все это? Скажи: от вас самих. И бойтесь же Аллаха, да помилует вас Аллах. Покайтесь, попросите прощения у Него, ищите Его довольства, избегайте Его гнева и того, что способствует этому гневу. И благословите и приветствуйте подаренную вам милость вашего пророка Мухаммада, посланника Аллаха. Так повелел вам делать ваш Господь в своей книге, сказав, будучи правдивым в своих речах, следующие благородные слова: воистину Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром. О Аллах, благослови и приветствуй своего раба и посланника, нашего господина Мухаммада аль-Хабиба, аль-Мустафу, избранного пророка, его благое чистое семейство, его жен, матерей правоверных. Будь доволен, о Аллах, 4 праведными халифами: Абу Бакром, Умаром, Усманом и Али, всеми сподвижниками, табиинами и теми, кто последовал за ними вплоть до судного дня, и нами вместе с ними, по Твоей милости, щедрости и милосердию, Он наищедрейший из щедрых.